Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. 25 и 26 июня 2024 года в Женеве состоялся 61-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Евросоюза. В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой исполняющим обязанности министра иностранных дел Одиссеем Бигвава, вошли начальник консульского департамента МИД Лаша Авицба и начальник департамента Ближнего Востока и Африки МИД Артур Гагуля. Работа стандартно велась в двух группах по безопасности и по гуманитарным вопросам. Основная часть работы первой группы была посвящена обсуждению ситуации в области безопасности в приграничных районах Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Абхазская, юго-осетинская и российская стороны подтвердили в очередной раз свою принципиальную позицию о необходимости заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении сил между Абхазией и Южной Осетией с одной стороны и Грузией с другой. В свою очередь, представители грузинской делегации сместили фокус обсуждения на инциденты, связанные с незаконным пересечением государственной границы Республики Абхазия и Республики Южная Осетия и ситуации с гражданами Грузии, которые находятся в заключении на территории Республики Абхазия по решению абхазских судов. Участники из Грузии в своей риторике продолжили использовать термин «оккупированная территория» применительно к Абхазии и Южной Осетии. При этом, по мнению представителей Грузии, обязательства о неприменении сил должна взять на себя Российская Федерация. Участники переговоров подняли вопрос возобновления работы механизма предотвращения и реагирования на инциденты в городе Гал. Абхазская сторона напомнила, что этот механизм бездействует с 2018 года из-за крайне неконструктивной позиции грузинских участников. Что касается второй рабочей группы, то в ней традиционно продолжилось обсуждение вопросов гуманитарного характера. Представитель Абхазии коснулся темы свободы передвижения и доступа к образованию, медицинскому обеспечению и ряда других актуальных проблем для граждан Республики Абхазия. Абхазской стороной было предложено создание рабочей группы с привлечением международных специалистов, целью которой станет поиск путей решения проблемы реализации прав граждан Республики Абхазия на свободу передвижения по абхазским паспортам. В рамках 61-го раунда женевских дискуссий также состоялись встречи делегации Республики Абхазия с участниками международных женевских дискуссий из Российской Федерации, США и Евросоюза. Следующий раунд дискуссий запланирован на декабрь 2024 года. Продолжаем передачу. В правящей грузинской мечте восприняли в штыки призыв лидеров стран Евросоюза прояснить свой внешнеполитический курс. Тут, видать, имеется в виду, кому в действительности лояльно политическое руководство Грузии. Заявление Европейского совета совпало с ежегодным докладом премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в парламенте. В отличие от прежних случаев, на нем не присутствовали послы США и большинства стран Евросоюза, за исключением Венгрии. Бойкот объявила и большая часть оппозиции. Европейский совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения, изменив нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в Евросоюз и де-факто ведет к приостановке процесса вступления. Этот призыв Совета Европы с утра цитировали на своих страницах в соцсети представительства Евросоюз в Грузии. Послы страны, в их числе был и посол Германии в Грузии Питер Фишер, который предостерег власти от нежелательного развития событий. Приняты выводы по Грузии. Это теперь политика Евросоюза. Это очень ясно. Пожалуйста, прочитайте и поймите каждое слово. Ключевой вывод: нынешний курс действий Грузии привел к остановке процесса присоединения к Евросоюзу. Депутаты грузинской мечты прочитали выводы лидеров стран Евросоюза на Европейском совете по-своему. По их мнению, европейскими партнерами руководят недобрые намерения по отношению к Грузии. Депутат парламента и член грузинской мечты Давид Уляев
Саакашвили, например, заявил, грузинская мечта не блокирует европерспективу страны. Просто некоторые хотят использовать эту перспективу для торга и заставить нас сделать такой шаг, который нанесет вред нашей стране. Очень жаль, что отдельные игроки резолюциями полными и дезинформационной пропаганды обесценивают авторитет европейских структур, поскольку дезинформация и попытки группового вмешательства во внутриполитические процессы – то, что на самом деле не представляет никакой европейской ценности, заявил он. Но главное разочарование, если не шок, сторонников прозападных сил ожидало впереди, когда доклад в парламенте начал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Он в первую очередь поздравил всех с футбольным успехом и отметил важный благотворительный вклад Бедзины Иванишвили в его развитие. Ведь это именно он подарил футболистам за победу 30 миллионов лари, считает премьер-министр. Он говорил об экономическом росте и важности стратегического партнерства с Китаем. Потом перешел на Евросоюз. Главными внешнеполитическим приоритетом остается интеграция в Евросоюз. С первым официальным визитом в ранге премьер-министра я побывал в Брюсселе, присутствовал на заседании Совета по ассоциации. Конечно же, будет продолжена работа по повестке дня договора об ассоциации и выполнению условий, учтенных в 9 приоритетах по статусу кандидата. К 2030 году Грузия больше всех остальных стран-кандидатов будет готова стать полноценным членом ЕС, заявил Кобахидзе. Причем он опять выразил уверенность в том, что Грузия вступит в Евросоюз вместе с абхазскими и осетинскими, цитата, братьями и сестрами. Важным назвал глава правительства и отношения с НАТО и США. Правда, соответствующих шагов он ждет от Вашингтона. Депутат из группы «Реформы», бывший замглавы Совбеза Теона Акубардия, решила на 2 минуты прервать бойкот, войти в зал и задать вопрос премьер-министру. Она обратила его внимание на то, что послы Евросоюза и США из-за политики власти устроили демарш и что Брюссель и Вашингтон пересматривают политику по отношению к Тбилиси из-за грузинской мечты. Это отразится на финансовой помощи армии и на других жизненно важных для безопасности страны сферах, считает она. Сам премьер-министр Кобахидзе напомнил, что послы 27 стран в свое время устроили демарш и по поводу состояния здоровья Михаила Саакашвили, но это не смутило власть. В итоге, считает он, именно благодаря политике грузинской мечты страна получила статус кандидата. К другим темам. В США прошли дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена. Политики обсудили внутренние и внешние проблемы страны, обменялись колкими репликами и прошлись по итогам президентства друг друга. Перед дебатами главным вопросом было состояние президента Байдена. Ответ получился таким, что шансы нынешнего хозяина Белого дома избраться на второй срок заметно снизились, уверен политтехнолог и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Президентские дебаты стали самыми ранними в истории США с 1960 года. Обычно их проводят не раньше сентября, уже после съездов, где республиканцы и демократы официально утверждают своих кандидатов. В этот раз первая словесная дуэль между Байденом и Трампом прошла за полгода до выборов, когда ни один из них не стал официальным выбором своей партии. Сломал обычный сценарий Трамп, который несколько месяцев вызывал соперника на дебаты. Байден после продолжительной паузы согласился и предложил провести первый тур дебатов в июне, а второй в сентябре. Основное внимание было уделено, конечно, внутренним темам. Во внешней политике 2 конфликта обсуждались больше всего: России, Украины, Израиля и Палестины. Отдельно затронули тему НАТО и взаимоотношений США с этой организацией. Что касается Украины и России, если бы у нас был реальный президент, которого бы уважал бы Путин, он бы никогда не вторгся на Украину. Большое количество мертвых. Мы говорим о цифрах, можем удвоить, даже утроить эти показатели. Он не сделал ничего для того, чтобы остановить. Он на самом деле подтолкнул Россию к тому, что произошло. Знаете, он так плохо справился с Афганистаном. Это была просто самая ужасная ситуация за всю историю. Это был стыд для нашей страны. Он продемонстрировал абсолютную некомпетентность. Он должен был уволить этих генералов. То, как я это сделать. Знаете, он должен был уволить этих генералов. Ни один генерал не был уволен за вот этот вот стыд, который
который произошел за всю историю нашей страны в Афганистане. Мы оставили там оборудование на миллиарды долларов. 38 солдат были убиты из-за этого, и мы там оставили наших граждан. Что Путин сказал? Знаете, я поеду, и я выполню, возможно, свою мечту, но он бы никогда не напал на Украину, если бы я был президентом. То же самое, что на Израиль бы никогда не напали, если бы я был президентом. В течение всего существования Хамас, поскольку Иран, у них кончились бы деньги, у них не было денег вообще ничего, когда я был президентом. Поэтому у них не было терроризма там во время моего мандата, во время того, как я был президентом. А сейчас с его президентом весь мир буквально скрипит. Байден около 10 дней полностью посвятил подготовке к своему выступлению, и это было заметно. Он сыпал цифрами не только о результатах своего президентского срока, но и об итогах работы администрации Трампа. По каждому вопросу у Байдена была ясная позиция. Например, поддержку США, Украины Байден объяснял, ссылаясь на общие ценности. Украина, в его понимании, это демократическая страна, поэтому надо продолжать финансовую помощь и поставки оружия, по его мнению. При этом Байден подчеркнул, что производство вооружений обогащает американскую экономику. Трамп скорее ограничивался лозунгами. Вместо конкретных цифр и фактов он высказывал свое личное мнение, подкрепляя его яркими эпитетами. Когда Трампа спрашивали про узкие темы вроде социальных пособий или здравоохранения, он уходил от ответа и возвращался к своей выигрышной позиции по нелегальной миграции. Например, когда обсуждалась безработица среди афроамериканцев и латиноамериканцев, Байден приводил статистику, а Трамп подчеркнул, что и у небелого населения рабочие места забирают нелегальные мигранты. В 2020 году у Трампа был взрывной стиль дебатов. Он переходил на личности, оскорблял, перебивал и не давал сказать ни слова. Байден в итоге смог использовать эмоции оппонента в свою пользу. В этот раз все было иначе. Трамп был спокоен, уверен в себе и много улыбался. Даже когда он не знал, что сказать, экс-президент выглядел увереннее своего соперника. Эти дебаты больше напоминали противостояние Трампа с Хиллари Клинтон в 2016 году, когда Трамп много шутил и запомнился крылатыми фразами вроде «при мне ты отправишься в тюрьму». Байден выглядел физически слабым, осипший голос, сбивчивая и тихая речь, хоть и с большим количеством цифр. Так, например, одно аргентинское издание пожаловалось, что переводчику едва удается перевести речь Байдена, так неразборчиво он говорит. Президент выглядел уставшим, его движения были медленными, он часто терял зрительный контакт с ведущими и оппонентом. Этим пользовался Трамп, который сказал, что не понимает, что говорит его оппонент, да он и сам не понимает. Во время выступления Байден несколько раз пропадал, опустив голову и смотря в пол. От сильного и умелого оратора, который в марте 2024 года обращался к Конгрессу, не осталось и следа. Если бы Трамп молчал все 1,5 часа дебатов, он бы все равно победил. Настолько плохо выступил Байден, считают наблюдатели. Газета The Wall Street Journal вышла с заголовком «Байден разбит Трампом в ходе дебатов», а New York Times написал о неловком выступлении Байдена на дебатах и панике в Демократической партии. Большинство опрошенных CNN зрителей назвали победителем Трампа. При этом телеканал отметил, что результаты опроса не отражают мнений всех избирателей ни по демографическим показателям, ни по политическим предпочтениям. Подробнее на эти темы мы побеседовали с политологом Бесланом Хагба. Предлагаем вам интервью с ним. Здравствуйте, Беслан Алексеевич. Тема, которую мы хотели бы в первую очередь обсудить, хотя вроде бы это очень далеко от нас, это дебаты точнее, в Америке, в Соединенных Штатах. Как вам кажется, какие можно сделать основные выводы по этим первым дебатам? Хотя говорят, что будут и вторые уже осенью. Вторые дебаты будут, если, конечно, Байдена не снимут. Сейчас, после того, как прошли первые дебаты, где сокрушительно, как подчеркивают американские журналисты, проиграл Байден, вполне возможно, сейчас дискуссии идут, вполне возможно, даже снимут его. Но, знаете, здесь очень процедура сложная. Во-первых, сам Байден должен отказаться от своего кандидатства в президента, а потом демократическая партия вообще
люди, которые его выдвигают, должны решить. Это по ближайшей неделе покажет. А то, что произошло, вот как вел себя Байден, как вел себя Трамп, вы знаете, до выборов, до дебатов вообще-то Байден опережал Трампа на несколько процентов. Ну, после вот то, что произошло, говорят, что Байден сильно проиграл, и вот соотношение кардинально изменилось. И потому демократы, вот самые вот такие лидеры демократы выступают, чтобы все-таки Байден снял, потому что он сокрушительно проиграет выборы. А что вообще, на что обращали прежде всего внимание? Что касается нас, скажем, Кавказа и так далее, мало что говорили. Прежде всего, когда идут дебаты американские, связанные с президентством, прежде всего это внутренняя политика, Конечно. Экономика, социально-экономическое положение, а потом уже дежурные такие вопросы, которые связаны с внешней политикой. Конечно, там говорили, связанные с вопросом вот, то, что происходит вокруг Украины. Трамп постоянно подчеркивает, если бы был президент, кризиса не произошло. Но я вам напомню, что когда был президентом Трамп, экономические санкции начались вот когда он был президентом вот по отношению к России. Понимаете, какие жесткие санкции, которые потом уже были продолжены и продолжаются до сих пор. И потому вряд ли какие-то коренные изменения произойдут, связанные даже с украинским кризисом. Потому что если какие-то договоренности, вот к таким-то договоренностям выйдут Россия, США, западные страны, коренные, какие-то фундаментальные еще должны произойти на поле боя, на поле сражения. И какие-то, может быть, кулуарные какие-то разговоры идут, может быть, склонит руководство Украины к каким-то компромиссам серьезным. Но пока никаких сигналов нет, понимаете? Вот все, что касается вот вокруг Украины, это 3-4 место, которое будет занимать во время президентских вот выборов, дебатов, которые должны состояться еще через 3-4 месяца. И поэтому я думаю, что все-таки, если даже Байден не снимет свою кандидатуру, очень тяжело будет переизбраться на второй срок. Да, но если он снимет свою кандидатуру, предположим, вы думаете, что так быстро, за короткий срок будет представлена другая фигура? Это же может быть какая-то молодая, очень активная личность. Вот называют Харрис вице-президент, называли супругу Барака Обамы, она, говорят, отказалась, и других лидеров называют Демократической партии. Знаете, это все решится, когда вот состоится съезд Демократической партии. Но еще это зависит от состояния здоровья Джозефа Байдена. Понимаете, лидеры партии не хотят, вообще вокруг Байдена, не хотят, чтобы он снял свою кандидатуру, если, конечно, он осилит вот период, которого, да, вот и еще до президентских выборов. Но это все зависит от его состояния здоровья. Все подчеркивают, что он сильно сдал, и потому вот как будет выглядеть во время выборов в ноябре месяце еще неизвестно. То есть все-таки вы говорите, что кто бы там ни стал президентом, коренным образом на ход войны, событий военных в Украине, это не повлияет, на ваш взгляд, да? Я считаю, что коренным образом на ход войны может повлиять вот сокрушительная победа России, когда уже другого выхода нет, выйти на какие-то переговоры. Это первое. Второе. Вы знаете, что касается санкций по отношению к России, практика вообще политической культуры США такая, когда они вводят санкции, на десятилетиями не снимают. Это по отношению к Ирану, по отношению к России, к Советскому Союзу тоже. Некоторые санкции, которые были введены по отношению к Советскому Союзу, до сих пор действуют. Представляете, страны нет, а санкции работают. Вот такая вот парадоксальная ситуация. Потому я не верю, что вот придет Трамп, санкции снимутся вот по отношению к России. Но какие-то, может быть, сдвиги по регулированию Украины произойдет. Потому что, знаете, очень становится на Западе непопулярным введение войны на Украине. Потому что видишь, что война проиграна. Сокрушители, причем проиграны. Вот то, что они говорили, что вот Украина отстоит, этого не случилось. И потому на какие-то переговоры необходимо выйти. Но с какими результатами? Вот самый главный вопрос. Надо сохранить лицо, в конце концов. Это очень важно для больших стран, для США. И потому, наверное, все-таки в будущем году вряд ли остановится война. Но какие-то переговоры, если смена власти в США произойдет, вполне возможны. Какие-то разговоры вокруг Украины пойдут. А вот как будет выглядеть президент, мы еще не знаем. И с другой стороны, Трамп все равно ассоциируется с человеком, и его политика это все-таки больше внутренняя, да, постоянной борьбе с нелегальными иммигрантами, которых он объявил там главной проблемой в Америке. То есть все равно с ним как-то связано то, что люди ассоциируют его имя с тем, что он будет больше заниматься внутренними делами, чем
как-то внешними. Совершенно правильно, потому что вообще любой президент США прежде всего зависим от внутренней политики. Вот. А что касается Трампа, он жестко себя вел по отношению по отношению к такой стране, как Мексика. Мы помним, как начал строить стену и так далее, и так далее. Понимаете, проблема миграции вообще в США очень актуальна, очень болезненна, и ни один президент пока не может решить. Это всегда актуализируется как во время выборов. И я не думаю, что вот какие-то коренные изменения по отношению произойдут, но надо иметь в виду, что, я еще раз подчеркиваю, международная политика, когда начинается гонка президентская, это 3-4 место вообще в политике США. Прежде всего, это экономическая ситуация. И, конечно, обращать внимание на своих союзников в различных регионах. Например, Ближний Восток очень актуально. По отношению к Китаю. Говорят, что вообще политика по отношению к Китаю будет более жесткой. И, наверное, даже выйдет на первое место. Но это я подчеркиваю еще раз, что это все-таки вопросы 3, 4, 5. Внутренняя политика, вопросы налогов, социальное положение, ситуация, вот, проблемы с мигрантами, это вот первые вопросы, которые, на что обращают внимание вот, избиратели во время президентских выборов в США. Да, перейдем к более ближним, скажем, соседям и игрокам уже в нашем регионе. В Тбилиси, в Грузии, Евросовет обратился как раз к лидерам Грузии, к правящей партии «Грузинская мечта», и они обвиняют их фактически в отхождении от европейских принципов, от евроинтеграции. И это как раз совпало, с одной стороны, с выступлением сборной Грузии на известном чемпионате, и также с выступлением премьер-министра Кобахидзе, который опять-таки делал там громкие заявление о вступлении в 2030 году. И, конечно, он опять упомянул, что это будет вместе с Абхазией и Южной Осетией в его планах. Это именно так звучит. Как вам кажется, что там происходит? Причем его выступления игнорировали все послы практически Европы или США, которые находятся в Тбилиси. Как вы все это прокомментируете? Вопрос вступления в Европейский Союз очень сложным будет не только в 2030 году для Грузии, но и в будущем, и дальше. Потому что все-таки вопрос европейских Союза, это вопрос очень сложной процедуры. Я вам напомню, десятки лет Турция стучится, но никак не может войти. Это первое. Второе, что касается событий, которые происходят в Грузии, да, это в контексте предстоящих выборов. Предстоящих выборов в ноябре месяце надо рассматривать. Да, вопросы Абхазии, Южной Осетии, почему так актуализируются сегодня? Потому что это всегда болезнь для грузинского общества, они этот вопрос поднимают, мы эту проблему решим и так далее, и так далее. Понимаете, в чем дело? Вот Грузия оказалась в такой ситуации сложной, но она пока, как подчеркиваю, после украинского кризиса она более-менее успешно проходит. И вот это тестирование, да, во-первых, она не включилась, не открыла второй фронт, это первое. И второе, старается каким-то образом наладить отношения. Это не пророссийская политика, это не союзничество с Россией, но каким-то образом наладить экономические связи, которые отвечают интересам Грузии. Это в-третье. Но, знаете, пройдут выборы. Обычно так происходит. В грузинском обществе антироссийские настроения очень сильны, русофобия очень сильна. Это не может не повлиять после выборов. И потому я думаю, что пройдут выборы, ориентация вполне возможно, что изменится. Понимаете, вопросы актуальные, вновь поднимутся. Это вопрос вступления в НАТО, опять этот вопрос поднимут, вопрос Европейский Союз, будут приезжать эмиссары, мы что-то сделали, вы не тот закон приняли, но мы закроем глаза, давайте будем укреплять наши отношения. Я думаю, что так и произойдет, потому что я не вижу никаких признаков, что Грузия так кардинальным образом повернулась к России. Потому что учитывает все-таки эти факты, которые я вам назвал, антироссийское настроение в грузинском обществе. Это связано с теми событиями, которые происходили за последние десятилетия по отношению к России и по отношению к Грузии. Я имею в виду политику России по отношению к Грузии. Потому, когда говорят, что Грузия повернулась, в это очень сложно поверить. Все-таки политика, которую ведет нынешняя власть в Грузии, это отвечает национальным интересам в плане экономической устойчивости, стабильности. И она, надо признать, она в этом отношении проходит очень даже успешно. Но как вам кажется, эти выборы в Грузии тоже довольно интересная вещь для нас, как минимум мы наблюдаем за этим. Как вы думаете, какие есть шансы у грузинской мечты, а может быть, какой расклад ждет оппозиционеров тут, на ваш взгляд?
Вы знаете, все-таки я не верю в победу оппозиционных сил, потому что, несмотря на то, что нынешний президент Грузии она поддерживает, нынешние эмиссары, которые приезжают из Европы, из Соединенных Штатов, они поддерживают оппозиционные силы, но все-таки я думаю, что больше голосов получит грузинская мечта, потому что все-таки более-менее стабильную ситуацию она смогла удержать вот в Грузии, несмотря на то, что вот события, которые происходят вокруг нас, украинский кризис и так далее, понимаете, и потому, видимо, я думаю, что грузинская мечта все-таки одержит победу, но это не значит, что кризис снимется, потому что, понимаете, вот напряженность, эскалация, которая вот случилась, связанная якобы вот с этим законом, да, об иностранном влиянии, это вообще-то предлог. Это, знаете, предлог, который пытаются использовать некоторые западные силы, чтобы все-таки кардинально изменить, вот, знаете, сменить власть в Грузии. Я думаю, что она будет иметь место эскалация напряженности в грузинском обществе, но я думаю, что все-таки нынешние власти, грузинская мечта, она удержит власть в результате выборов. Понятно. Беслан Алексеевич, спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Благодарю вас. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.